Начинается 158-й турнир Лиги ACA в Санкт-Петербурге. Первый поединок Аятолла Муминов против Андрея Каличица. Наилегчайшая весовая категория. Статистика на наших экранах. Дивизион до 57 килограммов. Судьи, готов! По 5 минут. Поехали. Безусловно, в этом поединке Каличицу кровь из носу. Действительно нужна победа. После нескольких поражений подряд нужно реабилитироваться. Ну а тут сейчас такая, конечно, мощная шумовая поддержка Аятолла. Что уж там говорить, в каком городе это не происходит. Аятолла здесь совместил своей аудитории, потому что он, конечно же, представляет Таджикистан, но проживает он в Санкт-Петербурге. Друзей у него здесь очень много. Очень интересно, что сегодня покажет Андрей Каличиц. Пока лоу-кики по внешней стороне пробивает, и по внутренней аналогичные ударные действия проводит уже Аятолла. С хорошей скоростью работает, падает Муминов, но и Каличиц тут не спешит, летит вперед. Хороший размен на дистанции. А правый снизу у Аятолла на уровне. Тем не менее поджимает и неплохо прессингует Каличиц. Пока нет ни одной попытки прохода в борьбу от него. Да, война лоу-киков. Да, пока все в стойке. И периодически попадает очень хорошо Аятолла. Вот да, на отходе как раз сюда, в левую сторону, очень здорово получается. Вертушка по воздуху. Контролирует дистанцию. Неуверенно Андрей. Да, вот это сейчас говорят как раз Аятолла. Если вы слышите, дергай, финтов не хватает. Это именно из его угла летят подсказки. И еще один калф-кик. Есть небольшое покраснение на левой игре у Каличица. Правую прямую он подключает. Здесь же боковой. Мало пространства за спиной. И подключает вынужденно ноги. Аятолла Муминов. Он первый идет в борьбу. Что здесь? Нет, сверху накрыть не получилось. Более того, спину забирает Муминов. Очень быстро работает. Тут же подключает колени. Замыкает три точки для того, чтобы нельзя было бить по голове. Но тут обрабатывает заднюю поверхность бедра. Какое же бодрое начало. Да и вообще, борьба в этой весовой категории просто великолепная. Не раз я уже говорил про это. И еще раз буду говорить. И нет, не получается. Тейкдаун под номером 2 у этой пары бойцов. Но мне кажется, сейчас Андрей как раз немножко приходит в себя и не дает уже так легко расправляться с собой в борьбе. В частности, вот в стойке уже не все получилось. Как здорово на сближение Аятолла работает левой рукой. Хороший плей был. Сильнейший правый выйти пока не может. Вновь небольшая пауза. Тем временем в середине приближается первый раунд. Вновь короткая дистанция. Было очень опасно, но без точных попаданий. Фронт-кик от белорусского бойца. Еще по внутренней части бедра. Здорово по корпусу. Там уже вся нога покраснела у Андрея. Каличиц летит вперед, здесь попадает под захват, внутренний зацеп. Попытка в другую сторону махнул Аятолла. Неплохо выводит из равновесия Муминов в этом поединке, но тратит при этом очень много сил. Вновь поднимается Каличиц и еще один тейкдаун. Конечно же, все это фиксирует судейский корпус. Колено по корпусу. Минута 50. У этого, безусловно, есть очень большой подвох. Как будет дышать Муминов дальше по дистанции, это очень важно. Если он сохраняет такой темп, ну тогда Каличицу действительно нужно что-то пересматривать и какой-то план «Б» пробовать, потому что пока вот с таким давлением это нелегко. Еще несколько ударов коленом по корпусу, по ребрам в том числе. Пытался найти еще и печень. Аятолла Муминов. Да, он лишь набирает очки, безусловно. Локти назад, как следует провести атаку, пока не удается у Андрея. Да, попытка еще вышибать вообще ногу со стороны икры. Работает туда в ахиллово сухожилие. Еще колено. Что ж, неплохую подготовительную работу провел Аятолла Муминов в первом раунде. Еще минута есть. Да, как осьминог! Ой-ой-ой! И локти! Тут же накрывает сверху, забирает шею, пытается провести гильотину. Нет, не вышло. Тут же колено под одну ногу. Как он борется, вы посмотрите! Какая динамика сумасшедшая! Что делает Муминов? Колено бить нельзя! Вот это начало. То ли еще будет. Как будто искру просто в бочку с бензином бросили. Вот воздействие на челюсть пошло. Но недолго. Я думаю, что Андрей сейчас просто пребывает в какой-то прострации, потому что такого давления, я думаю, не ожидал никто. Но он с этим давлением, пусть и с большим трудом, справляется пока. Дистанция.
Последние секунды. Видно, что и Калечец подзабился. Плечевой пояс уже такой крепкий и набух. И видно, что мышцы уже были задействованы во многом. Что ж, ждем сирену. Да, перерыв. Восстанавливаются бойцы. Причем не присаживается ни Андрей, ни Айтуло. Смотрим повторы. Ну что ж, борьба решает в этом поединке. Да, но это не борьба Андрея Калечица. Но, безусловно, тут с таким уровнем давления, с таким уровнем оппозиции, да, постоянно навязывает свое абсолютно точно Айтуло. Конечно, сложно немножко прийти в себя и разложить все по полочкам. Такой штурм предпринял Айтуло в какой-то момент в поединке. Да, вот эти особенно слэмы, амплитудные слэмы, конечно, производят большое впечатление. Максим Бронасов попросит удалиться всех посторонних лиц. Едем дальше. Второй отрезок. В принципе, начинается под копирку, как будто бы предыдущий. Вот эти лоу-кики, проверка, постреливание на руках периодически. И если все так же пойдет, то мы где-то после середины раунда должны увидеть яркую борьбу. А может быть и гораздо быстрее. По корпусу пробивает Амуминов. Но, в принципе, он согласен работать вторым номером. Никакого дискомфорта по этому поводу он не чувствует. Внутренний лоу-кик от Андрея. Здорово, поймал, очень хорошо. Только встал на опорную, Калечец тут же получил. И идет в борьбу Калечец, тут же размен. И с левым боковым из этого эпизода выходит Муминов. Очень хорошую скорость вообще в руках демонстрирует и Андрей, и Айтуло. Гонит Бублика вперед, бойца из синего угла. Получился лоу-кик у Калечица. Держит он на ближней руке. И два оверхендом не достает здесь. А это Муминов. Пока еще не видели мы в этом бою ударов в прыжке. Есть двойка чисто в голову от Муминова. И ответная атака от Калечица. Здорово огрызаются. Там ближняя нога уже потихонечку подламывается у Калечица. Очень жестко туда она прилетала, но он продолжает стоять мужественно. Ищет атаку на смещение. И Калечиц. Борьба за инициативу. Из центра пытается прессинговать Муминов, но вперед бросается. Попытки перейти в борьбу Андрей Калечиц безуспешно. 2 минуты во втором раунде уже позади. Пока близкий раунд. На руки теперь переведи. Интересно, когда же начнет включать борьбу Айтуло Муминов и каким образом он это будет делать. С левой пытается зацепить еще раз Калечица. Опять получает под ближнюю. В размахайку немножко такое отправились, но ненадолго. Сказал, что слева все-таки Муминов немного зацепил соперника. И плюс не будем забывать тот самый момент, когда Айтуло чистую двойку пробил. Верни ногу. Хорошо работает ближней рукой Айтуло Муминов. И тут же подключает внутренний лоу-кик. Но опять же, обратите внимание, что в этом отрезке Айтуло тратил гораздо меньше сил. С разножки атака. Неплохо, оригинально, но удар не зашел. Тот же лоу-кик. Чем ответит Калечиц, по корпусу пробивает. Калечицу, вернее, по корпусу ногой очень здорово засветили. И здесь опять Айтуло Муминов меняет позицию. А не попал ли Андрей по печени? Как-то странно задышал Айтуло. Было бы здорово посмотреть это на повторе. Шикарный захват за корпус перевода. Гард закрыт. Корпуса на голову. Пока не точно. Локти снизу от Андрея. Вот здесь уже лучше. За головой. Корпус. Корпус здесь. 3
требуют секунданты Муминова активной работы в первую очередь по корпусу. Вот локти от Калечица, но такие пока не очень акцентированные. Но это действительно вариант, который решает, в общем-то, задачу этого поединка. Коротко ударить. Короткий Минута еще во втором раунде остается. Вновь попытка поработать локтями со стороны Калечица. Да, определенный урон здесь тоже есть. По ключице попал. На коротке, в свою очередь, отрабатывает Муминов. Больше вскользь. Но, опять же, гард, позиция равноценная. Да, мы все про это помним, но все-таки активность есть со стороны Аятоллы Муминова. Плюс на двойка. Забирает он здесь шею. Пошел на гильотину. Вот на такую гильотину. Нет, срывается захват. Хорош Калечец. Здорово отзащищался, но видно, что много здесь сил было потрачено. Держит руку на канвасе. Ни в коем случае нельзя работать коленом в голову. И здесь то же самое. Очень четко соблюдает это правило. Все, попытка здесь вывести из равновесия оппонента. Но функционально, конечно, Муминов хорош. Ничего не скажешь. Колено на выходе, сирена. Вот здесь. Смотрим. Хорошая двойка. Прилетела по челюсти основательно. По корпусу здесь достал. И сам Калечец, по-моему, тоже в корпус хорошо попал. Ну и вот эта гильотина. Как же здорово выглядит на замедленном повторе. И более круто от того, как Калечец из нее вышел. Третий раунд. Раунд 3. Заключительный отрезок. Поехали. Левую руку выведи. Лоу-кик на лоу-кик. Буквально кость в кость. Мидл-кик. В первых движениях в раунде было видно, что все-таки скорость немножко упала. Встряхнул руки. Было. Чуть движение, чуть движение. Ищет угол для атаки Андрей Калечец. Пытается смещаться. Под шаги правый боковой и затем даже и не стал думать в сторону борьбы. Андрей Калечец, кик с реакцией у белорусского бойца порядок. А вот здесь через руку хорошо. Да, очень плотно попадает Аятолла. Такими одиночными, но очень тяжелыми, хорошими ударами он может отстреляться. Еще раз напомню, это дебют Аятоллы Муминова в ACA. Он уже выступал в Young Eagles. И здесь тейкдаун. Неплохо. Один из, если не первый, по-моему, вообще тейкдаун со стороны Калечица. Закрывает здесь, наверняка все-таки закроет гард, мне кажется, Аятолла. Но основная защита пока заключается в том, что просто руки хорошо держит. Да, вяжется Муминов. Защиту обойти не может. Андрей Калечец даже вот так, высоко. Гард действительно захлопывает. Аятолла. Что дальше? Пространство есть. Время тоже. Андрею необходимо активизироваться. Кричат из угла. Аятолла работает локтями. Вау. Как здорово включается Аятолла. Сломай осанку, от себя оттяни. 6-1, скорее всего. Потому что один тейкдаун Калечец провел. О, попытка здесь воздействовать, да, на ребра. Заставить сдаться. Здесь же по корпусу еще несколько раз.
По ребрам бьет. Завидно постоянство Андрей. Котелка аккуратнее! Минимизирует ущерб, поэтому Муминов, возможно, пытается немного засушить бой. И, скорее всего, он уверен в том, что забрал первый и второй раунды. Парни активнее! Хватает активности действительно. Здесь опять прихватывается за шею Калечец, но как будто бы не хватает уже то ли сил. А какие локти летят! Как взрывается Айтулов. Но при этом почти все было вскользь, Ром, все-таки. Но вот с моего ракурса отсюда было, конечно, очень впечатляюще. Может быть, я и ошибаюсь, но жестко пробивал. Сейчас головой, кстати, да, сегодня нужно быть аккуратнее Андрею Калечицу. Нельзя так плюхаться вниз. Вновь локти. Справа и слева пытается попадать Андрей Калечец. Выбрасывает удары даже не глядя. Да, Кстати говоря, действительно, восприятие реального боя и боя по телевизору, по картинке разнится. И мы, комментаторы, тоже иногда смотрим клетку, иногда смотрим на монитор. И вот тот самый эпизод, который сейчас случился, я видел по экрану, а ты вживую. И впечатления абсолютно разные. Головой не бьем! Да, действительно, нужно опять сейчас быть осторожнее Андрею с головой. Оттяни ногами! Нет той активности, которая была, вернее, которой ждали, наверное, от Калечица сверху. То же самое делает Муминов, находясь в доминантном положении, лежа на канвасе. Последняя минута этого боя. Постепенно Андрей идет к тому, что он выиграет этот раунд, но, скорее всего, не выиграет бой. Да, вот очень большой вопрос, на самом деле. Даже во время этого тейкдауна, ух, как еще раз пробивает Аятулло. И не совсем понятно, как будут оценивать. Вернее, я даже склоняюсь к тому, что, может, как раз-таки оценят в пользу Аятулло даже этот раунд. Да, это интересно. Да, нахождение здесь сверху, как мне кажется, не имело очень большого эффекта. А вот эти взрывы, которые как раз делал Муминов, они, по-моему, гораздо были более эффективные. И, по крайней мере, вот сейчас особенно... Да, это было интересно. Там просто велосипедом снизу работал Айтулло Муминов. 10 секунд до конца. И мы постепенно начинаем ожидать судейский вердикт. Вот такая яркая концовочка для вас, дамы и господа. Первый поединок на турнире ICF 158 за Бершот. Единственная мысль, которую я преследовал, лишь бы Протасову не досталось во время этого финального взрыва. Ну что ж, бодрое начало. Едва немножко. Сегодня будет еще один очень интересный поединок в данной весовой категории. Речь об Арене Акопяне и Рускулбеке Ибраимове. Это второй бой основного карда. Это лишь что? 5-й номер рейтинга против 10-го. Об этом чуть позже, пока смотрим повторы. Александр Загорский, и сейчас нам ее озвучит. Дамы и господа, по завершении поединка обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Судьи 1, 2, 3 и 5 одинаково оценили поединок 30-27. Judges 1, 2, 3 and 5 are in agreement, scoring the same 30-27. 30-27. И судья 4, Джордж 4, 29-28, 29-28. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал and your winner by unanimous decision, Ayatullah